Доброе утро, дорогие друзья! Утро Якутии приветствует всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Это одна из самых любимых, самых популярных, самых добрых программ на якутском телевидении. И Павел Танин, Дарья Анкехова приветствует всех. Да, самое раннее, надо еще, наверное, сказать, потому что, да, действительно, 7:00 на часах, день начинается, и если вы встречаете этот день вместе с нами, то день обязательно будет в хорошем таком темпе и с хорошим настроением пройдет, потому что здесь мы заряжаемся этим как раз-таки хорошим настроением, энергией на весь предстоящий день. Ну и, конечно, в течение ближайших 50 минут вас ждут наши постоянные рубрики, интересные гости, ну и, конечно, последние новости, которые произошли в республике. Ну и самое время поговорить о том, что за окном происходит, потому что это очень важно. Температура воздуха на 6 часов утра в центральных районах была на отметке минус 25 градусов. А в заречной группе 23-32 ниже 0. В южных 15-24 градуса со знаком минус. В Вилюйской группе до 35 градусов мороза. В Нижнеленских 29-33 ниже 0. В западных районах 19-21 со знаком минус. В Колыме-Дигирской группе улусов до 36 градусов мороза. В Янских 22-32, на северо-западе 20-33 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 26 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 22 градусов. Вот. Ну а совсем скоро будем говорить мы про автомобили, причем автомобили с точки зрения именно соревновательного момента, с точки зрения спорта. Но это будет сразу после того, как наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Президент России Владимир Путин дал поручение расширить программу «Дальневосточная арктическая ипотека». В этом году воспользоваться льготной ипотекой смогут и еще 3 категории граждан. В частности, программа будет доступна семьям, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Кроме того, ипотека распространится на всех учителей, работающих в государственных и муниципальных образовательных организациях на Дальнем Востоке и в Арктике. С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Якутии выдало сертификаты на материнский капитал более чем 3,5 тысячам семей республики. Эта мера государственной поддержки, существующая с 2007 года, помогает семьям с рождением второго и последующих детей, а с 2020 года и с первым ребенком. В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составит 690-266 тысяч рублей. При рождении второго ребенка после 1 января 2020 года эта сумма увеличивается на 221-895 тысяч рублей для семей, где третий или последующий ребенок родился после указанной даты. И при отсутствии ранее использованных мер поддержки общий размер капитала составит 912 162 рубля. Военные корреспонденты Якутии встретились с российскими коллегами в рамках 3-го антифашистского форума. На площадке парка «Россия. Моя история» приглашенные спикеры рассказали об особенностях работы в зоне проведения спецоперации. Особое внимание уделили материалам, полученным во время командировок. Так был показан фильм, рассказывающий о бойцах на передовой, с чем они столкнулись и как защищают свою родину. На другой площадке прошел семинар психологов, где специалисты узнали, как работать с военнослужащими и их семьями. Мы очень рады, что лектор сам это непосредственно человек-практик, который бывал на передовой. И мы все проявляем интерес. Ожидания очень большие, потому что количество детей, участников военной специальной операции увеличивается по школам, а порой специалисты, педагогический персонал, они не имеют каких-то инструментариев, подходов, техник, технологий. И поэтому мы ожидаем сегодня наполнить свою педагогическую, психологическую копилку.
В Бердигистякском наследии Горного Улуса представители общества слепых провели акцию «Белая трость» для водителей. Это ежегодное мероприятие проводится в рамках Международного дня белой трости. Ежегодно акцию «Белая трость» поддерживают местные сотрудники ГИБДД. Они постоянно проводят информационно-просветительскую работу, направленную на привлечение внимания общества к проблемам незрячих и слабовидящих людей. В Улусе насчитывается 96 человек с нарушениями зрения, из них 11 полностью не видят. Привлекаем их ответственность для наших инвалидов по зрению. И, привлекаем, чтобы они хорошо посмотрели по дороге, были наблюдательными в самых общественных местах, наших около торговых домах и всяких на уличной. Мы продолжаем наш утренний эфир. И вот сейчас хотелось бы поговорить с Пашей на такую интересную тему. Вот твое увлечение в детстве, было ли какое-нибудь у тебя? Ну, конечно, у любого ребенка есть увлечения абсолютно разные, которые иногда вот так полярно меняются. Но если мы прям про детство говорим, уже более в осознанном возрасте, там и музыкой у меня увлечение было, и до сих пор там в той или иной степени оно у меня остается в IT-технологии. Прям в детстве эти технологии? Ну, не прям в детстве. То есть нужен период детства уточнить. Если мы говорим про лет 6, в машинке, наверное, тоже еще играл в тот момент. Правильно, отлично. Но вот если бы тебе предложили в детстве заниматься автомногоборьем, ты бы пошел? Я бы спросил, что это. Ну вот, а в целом ты, получается... Ну, если мы про то же самое детство еще говорим. Да. То есть в целом ты не понимаешь, да, не имеешь представления, что это такое? Нет, сейчас, абстрактно, я примерно понимаю. Многоборье, в принципе, нам знакомы из спорта, что это несколько дисциплин. Авто, скорее всего, добавляются какие-то автомобили. Но это очень верхнеуровнево, я понимаю. Ну вот если кто-то из вас также знаком с этой темой, как и мы, то есть поверхностно, то следующий сюжет будет интересен вам, ведь Руслан Ачиров знает об этом спорте чуть больше, чем мы. Доброе утро, друзья! Как можно научить ребенка правилам дорожного движения и еще и научить вождению до наступления 18 лет? Я думаю, что сегодняшний способ вам очень понравится, и, возможно, даже вы сможете отправить своего ребенка на участие в подобном соревновании. Эта дисциплина называется автомногоборье. Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия совместно с Госавтоинспекцией провели соревнования среди 18 участников в возрасте от 11 до 18 лет, где учитывались не только теоретические знания правил дорожного движения, но и практическое прохождение полосы препятствий на автомобиле с инструктором. Основные цели мероприятия – это, конечно, привить подрастающему поколению правильного поведения на дорогах, безопасного поведения на дорогах. Это уникальная возможность для ребят посоревноваться, получить опыт, теоретические и практические знания, то есть возможности на полноценном автомобиле поездить. Участие у нас принимает, в этом году сделали исключение, с 11 лет до 17 лет у нас участники. То есть большинство это 15-16 лет. 3 раза в год у нас в следующем году запланировано соревнование. Участие совершенно бесплатное для ребят. Любой желающий с навыками вождения и самостоятельно подготовить ПДД, то есть несложно, и можно участвовать в наших соревнованиях. У меня уже достаточно большой опыт в этих соревнованиях. В прошлые разы, когда были соревнования, участников было не так много, человек 10 примерно. А в этом году уже это стало как-то наиболее популярное, само автомногоборье. И, соответственно, участников стало уже намного больше. В прошлом году мы ездили представлять Республику Саха-Якутия в городе Челябинск на Всероссийском автомногоборье. Сегодня у нас на Комсомольской площади проходит автомногоборье и также выставка техники, которая участвует у нас на гонках по Республике Саха-Якутия. Тут есть кросс у нас, также машины с полярной звезды, зимняя гонка, которая проходит на льду Белого озера в марте. Вот, допустим, вот эта машина у нас ледовая, стандартная машина, 1,5-литровый мотор, переобувается просто резина на шипы и едет по льду она. Эта машина у нас для кросса класс D2K. Отличие у нее задний привод, стандартный мотор 1.6, стандартная коробка. Это машина для кросса D2M. Передний привод, тоже стоковый 1.6 мотор.
никаких доработок сильных у нее нету. Так, это у нас ледовая машина. Кстати, чемпион этого года, полярной звезде. Это у нас машина гонки без правил, которые проходят у нас в Магане 3 раза в год. Ну, по внешнему виду все понятно, что с ней произошло за этот год. Раллийная машина, которая участвует не только в Якутске, но и по Дальнему Востоку. Так, ну там, по-моему, у нас дрифт, да? Да, это дрифт у нас. Летний, скорее всего, ага, дрифт. Мероприятие, которое сегодня проводится на территории города Якутска, автомобильное многоборье, является одним из, на мой взгляд, важным событием. Сегодня на территории автошколы номер 1 сдавали теоретическую часть. Результаты порадовали. Есть у нас рекордсмены, получается, которые участвовали в прошлом году на всероссийских соревнованиях. Это 2 минуты и 8 секунд. Получается, без ошибок. 20 вопросов без ошибок. И второй результат был 3 минуты с лишним. Тоже без единой ошибки. Дается отведенное время, 15 минут. И вот они должны в это время ложиться, но, насколько показывает практика, они с этим справляются намного быстрее. От имени госавтоинспекции себя лично желаю, чтобы данный вид спорта с каждым годом развивался и проводился ежегодно на территории нашего города Якутска. И хотел призывать, чтобы соблюдали правила дорожного движения и не нарушали. У нас впервые вот наши ребята, наши соколы приняли участие в чемпионате России по автомногоборью, который проходил в сентябре месяце в городе Выборге. Вот, в соревнованиях мы участвовали такого уровня впервые, и ребята тоже вот впервые за руль сели. Мы все лето готовились, занимались. Вот, огромное спасибо, конечно, это Дмитрию Анатольевичу Хватову, Федерации автоспорта Республики Саха-Якутия. Вот, и хотелось бы, конечно, чтобы у нас и детей как можно больше привлекалось к этому виду спорта. Сейчас ребятам вот по 15 лет, и они уже водят автомобили, они уже знают все правила дорожного движения, они уже экзамены прошли. Вот, и поэтому вот в дальнейшем им просто совершенствовать свои навыки. И, скажем так, когда исполнится уже 18 лет, и можно будет уже получить водительские права, то есть у них уже будет опыт, у них есть знания. И сейчас еще вот за 2-3 года мы еще подтянемся. И я считаю, что это очень большое подспорье вообще вот детям, подросткам, ну, в дальнейшем развитии, в их развитии. Мы продолжаем эту интересную тему, и вот сразу возникает вопрос, благодаря кому такие события становятся возможным? Да, у нас в гостях сегодня человек, который в эти выходные стоял на верхней ступени пьедестала почета. Это победитель первенства по автомногоборью Сергей Павлов, а также тот, кто стоит у руля автомногоборья, такая ирония, у руля автомногоборья, да, в республике. Это председатель комитета автомногоборья и автокросса Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Якутии Никита Фролов. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, для начала, да, вообще, давайте еще раз разберем, что же такое автомногоборье, потому что, да, нам сюжет рассказал более подробно, чем мы говорили об этом раньше, тем не менее, давайте прям углубимся, что это. Автомногоборье — это скоростное маневрирование. В частности, из себя в нашем случае состоит из 3 этапов. Это классическое скоростное маневрирование и нестандартное скоростное маневрирование. Также этап сдачи правил дорожного движения. Вот, дети, ну, всем известные фигуры: змейка, колея, бокс, стоянка. Дети ездят на время. То есть это одна трасса и одно время у каждого участника. То есть вот вы говорите дети, да? То есть критерии возрастные все-таки существуют? Да, с 12 до 17 лет включительно на дату окончания соревнования могут принять дети. В этом году мы сделали исключение, допустили девушку 11 лет, ребенок. У нее были хорошие навыки, действительно, она показала мастерство, она сдала лучше парней ПДД, она проехала более без ошибок, чем парни даже. Вот, мы ее допустили. То есть с 12 до 17 лет. И вот все-таки опыт вождения обязателен или вот прям пришел сразу и вперед? В этом году мы брали ребят с опытом вождения, ну, хотя бы с навыками вождения. Вот. Теоретическую часть они могут подготовить самостоятельно, это сдача ПДД. А так на протяжении года и на протяжении 2 лет мы уже занимаемся с ребятами и участвуем во всероссийском первенстве по автомногоборью, которое организовано Министерством просвещения и Главным управлением госавтоинспекции Российской Федерации. Вот, дети готовятся, занимаются летом, мы с ними занимаемся, вот, и это показывает результаты.
Сергей, ну, тебя поздравляем с победой. Спасибо. Первое Молодец. место. Да, расскажи вообще, какой этап соревнований был для тебя, наверное, самым сложным, почему, и вообще впервые ли ты в автомногоборье? Самым сложным этапом для меня стало стандартное скоростное маневрирование, потому что у меня больше всего фигур, элементов и большая пенализация, то есть штрафные очки. Второй вопрос. А вообще, как давно ты за рулем? Ну, вот даже не прямо, конечно, на улицах нашей столицы, да, но вообще вот сел впервые в жизни, когда за руль? Попробовал? Попробовал, ну, лет 10 точно, мне кажется. Лет 10, да? Ну, а вот стал заниматься как уже видом спорта? В прошлом году участвовал на всероссийском первенстве по автомногоборью. Ну, ты как считаешь, что, наверное, самым главным фактором победы стало? Ну, то есть, что тебя привело к первому месту? Наверное, тактика моя. Какая? Сразу возникает вопрос, да? Ну, я ехал не на время, а на качество. И вот так. Оказалось, что на качество и на время вместе. Да, раз уж первое место, да? Хорошо. Но время же учитывалось? Конечно, да. Никита, а как вы вообще оцениваете уровень участников? Да? Ведь, наверное, помимо Сергея еще были ребята, которые очень хорошо показали все свои навыки и умения. Да, действительно, очень разнообразные дети сейчас участвуют в соревнованиях. Большинство это... Ну, участников все больше и больше. У нас первые наши участники уже сегодня безопасные участники дорожного движения. Они сдали на полноценную категорию, ездят по дорогам нашего города. Вот. Также это большую роль играет в подготовке родителей. То есть в первую очередь от родителей зависит то, что мы прививаем к детям безопасность дорожного движения. Вот, потому что, ну, в целом автомногоборье — это хорошая возможность для детей посоревноваться, получить опыт, вот, теоретические, практические знания. Это и способствует выбору дальнейшей профессии. То есть, ну, в целом автомногоборье прививает все больше и больше детей к подготовке. То есть сегодня у наши участники автомногоборья — это и участники всероссийского первенства, у них подготовка выше. Вот. И сегодня показала практика, что дети, которые, ну, самостоятельно готовятся, они ничем не уступают детям, которыми мы занимаемся. Ну, вот помимо спортивных результатов, спортивных достижений, можно ли говорить уже о том, что мероприятие достигло своих вот, ну, остальных, да, наверное, целей, то есть части популяризации автоспорта. Опять же, популяризации, скорее всего, и безопасного дорожного движения. Да, конечно. Вот в целом, благодаря нашим партнерам стало вообще возможно проведение, да, то, что мы проводим в центре города, на Комсомольской площади. Вот. Цели мероприятия — это, конечно, привить подрастающему поколению и все больше детей привлечь к безопасности дорожного движения. Мы вместе с госавтоинспекцией сейчас начали работу со школами. Вот, пытаемся развивать автомногоборье, ну, на уровне школы, чтобы дети больше и больше участвовали. Чем больше детей мы привлечем к этому, тем больше безопасных. Ну, в дальнейшем эти дети станут безопасными участниками дорожного движения, внимательными пешеходами, ну, и грамотными пассажирами. Сергей, а вот кто-то из твоего окружения после тебя, глядя на твое такое увлечение многоборьем, пришел в этот такой интересный вид спорта? Или ты пока сам по себе? Думаю, пока сам по себе. Сам по себе. То есть пришел сам и самостоятельно занимаешься, да, и получаешь удовольствие. Отлично. Ну что ж, а ближайшие планы какие будут? Возможно, есть что-то еще интересное для подрастающего поколения? Да, у нас также еще есть автомотобиатлон для детей тоже, а также участвуют с 14 лет, они полноценно ездят на баги, вот, они стреляют, то есть, ну, полноценно уровень подготовки детей тоже растет. Вот это у нас проходит в поселке Маган, у нас там есть полигон федерации, вот, и на сегодняшний день мы развиваем эту дисциплину, вот, и в дальнейшем только больше проведения соревнований, больше участников, вот, это и спортивные клубы участвуют, такие как «Динамо», вот, такие как школы, на базе школ действуют, патриотические клубы, вот, с ними больше работает. Вот, ну, в целом, больше и больше проведения соревнований для детей. А вот ближайшее что-нибудь планируется? Из ближайшего в этом сезоне уже нет, сезон закончен, да. А в ближайшие соревнования уже в мае, ну, мы планируем, да, помимо... Новый сезон начнется. Да, ну, помимо профессиональные гонки у нас никуда не деваются, это ледовые гонки, автокросс, это мы начинаем уже с марта. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем Федерации продвижения, реализации всех задуманных проектов. Ну а тебе, конечно же, достижения новых высот, вершин. И я думаю, наверное, в следующем году-то ты уж точно будешь, да, участвовать обязательно, да? Ну и на всероссийских соревнованиях защити с достоинством честь республики. Спасибо. Спасибо.
Вот, опять же, да, вот всегда есть выбор у человека. Заниматься подобным, не заниматься. Если заниматься, хорошо, какие-то навыки получаешь, не заниматься, может быть, тоже хорошо. Кто знает. Вообще, каждый из нас регулярно оказывается в ситуации, когда нужно что-то выбирать. И с необходимостью делать выбор мы сталкиваемся каждый день, хотя бы, когда подбираем образ перед зеркалом, заходим за кофе перед работой, отвечаем другу на предложение встретиться сегодня вечером или заворачиваемся в плед и включаем видео, под которое собираемся поужинать. Везде существует выбор. Но иногда мнение второго лица становится главным фактором, особенно если это специалист. Вот сегодня наш стилист даст советы по выбору головного убора и его стилизации. Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Дарья Габышева, и это наша любимая рубрика «Рекомендации по стилю и моде», о том, что же выбирать в этом сезоне. Наша осень нас безумно радует. Вы тоже чувствуете это, да, что мы все еще имеем возможность классно, интересно, многослойно одеваться. Но, конечно, зима не за горами. И очень часто меня спрашивают, как правильно подобрать себе головной убор. Здесь я хочу в первую очередь ориентироваться, конечно же, на ту верхнюю одежду, которую вы выбираете, потому что именно в сочетании с ней играет та или иная шапочка, скажем так, да? А если говорить конкретно про меховые изделия, например, то очень часто в них бывает жарко, душно, но при этом они тоже нужны в экстремально морозные дни. Сейчас бы я рекомендовала пробовать шерстяные варианты и не просто выбирать обычную шапку базового цвета или оттенка простого фасона, а выбирать что-то сложное, интересное, но так, чтобы это красиво было, например, в сочетании с вашим обычным пуховиком. Первый вариант, например, это такая вот шапочка, чепчик. Мне кажется, что это в данном случае она больше похожа на шлем. Здесь мне нравится, например, вариант того, что очень классно закрыт затылок. Когда вы подбираете себе варианты, конечно, ориентируйтесь на то, чтобы это было практично и тепло, а не только красиво. Это у нас такой черный, например, базовый цвет. Когда мы выбираем такой головной убор, я рекомендую попробовать интересные аксессуары. Например, вот такая вот брошь, да, которую можно, например, добавить вот сюда, как вариант акцентной детали. Смотрите, сразу наша шапочка заиграла. Мы с вами можем попробовать, например, использовать броши по оттенку, по цвету под свой вариант верха. Например, у меня сейчас просто красный свитер, поэтому очень гармонично, конечно, подходит красное. Если вы выбираете, например, белый пуховик какой-либо еще, то пробуйте какие-то, например, снежинки, какие-то зимние варианты брошей, да. Совсем незаметно, но уже как будто немножечко очевидно, к нам пробирается тренд на все советское. И все, что было в советское время, и все, что было трудно добыть, как говорится, для наших бабушек и дедушек, то сегодня это все становится актуальным. Обратите внимание, что данный чепчик очень сильно похож на шапочки всех тех детей 90-х, которые в них ходили, да, в детстве. Также будет актуально, например, вот такие вот варианты головных уборов, как лыжные шапки с помпонами, которые тоже были представлены в таких мультфильмах, как про хоккей, там, да, спортивных, помните, в нашем детстве. Все это вот очень сильно сейчас заходит в тренды и будет еще муссироваться на протяжении достаточно продолжительного времени. Все так же отсылка к советскому. Я прям чувствую себя героиней из фильма «Ирония судьбы» с легким паром, знаете, такая вот, чуть-чуть не хватает мне пальто с меховым воротником. Но если серьезно, то сейчас очень актуальны цветные меха. Пробуйте, опять же, и внедряйте их. Например, нежно-голубой – это такой сглаженный вариант. Можно выбрать белый, да? Для тех, кто любит экспериментировать, берите кислотно-синий, берите розовый и, как говорится, идите и раскрашивайте собой улицы нашего города. Шали снова возвращаются в тренды. Посмотрите, как классно это выглядит. На мой взгляд, это вообще супер вариант. Я думаю, что такой платок, возможно, есть в вашем арсенале, просто вы про него позабыли. Доставайте, подчищайте и давайте делать классные образы, потому что именно сейчас в моде снова вышивка, снова решелье, все возможные бабушкины палантины, скатерки и прочее. Все, что было сделано ручками, связано, сейчас прямо ворвается в тренды, поэтому пробуйте, сочетайте, экспериментируйте. Носите такой вариант, не обязательно с пальто, допустим, как было, да, в фильме «Девчата». Пробуйте делать это в современной интерпретации, например, в сочетании с кожаными сапогами, в сочетании с кожаными плащами, в сочетании с объемными пуховыми куртками. И вот тогда такой платок точно залетит. Сейчас балаклаву мы уже не носим только в простом варианте так. Пробуем сочетать ее с разными другими вариантами шляп, шапочек и так далее. Вы спросите, как это? Смотрите, все очень просто.
Например, кажется, что данная шляпка совсем не будет сочетаться с данной балаклавой. Я понимаю, что вы чувствуете некоторое отрицание, но смотрите, как интересно это получается. Здесь у нас рождается такая вот история с утеплением, да, то есть мы как будто бы завязали платок под шляпку. На самом деле это достаточно распространенный вариант. Я думаю, что вы так тоже когда-то, возможно, делали, и когда-то это было актуально. Сейчас этот вариант снова возвращается. Мы под шляпу завязываем либо платки, либо палантины, но самый удобный вариант – это под шляпу носить, например, балаклаву. То есть если ваш головной убор не закрывает уши, пробуйте под низ стильную, красивую балаклаву, которая поддерживает цветовые оттенки вашего аутфита. Будьте самыми стильными, выбирайте только теплые головные уборы. Как говорила моя мама, шапку не забудь одеть. Ну, по мне, так выбор головного убора – это вообще что-то нереальное. Ты знаешь, ну, проще действительно платком повязать голову, чем вот эти все шапочки, балаклавы. Очень такой для меня далекий мир. Да, это было бы проще, если бы не нужно было обитать в минус почти 50 градусов мороза. Да, платок, мне кажется, очень выручал бы. Но обстоятельства и природные условия диктуют свои необходимости. Но вообще важно осознавать, что неуверенность или сомнение в выборе того или иного, какие-то переживания насчет будущего и непонимание того, какой же шаг предпринять, это в принципе обычное состояние. С этим сталкиваются многие люди в различных ситуациях, особенно дети. Почему, зачем, как? Эти и другие вопросы часто задают дети на пути своего взросления. В нашей следующей рубрике «Почемучки» задают интересные вопросы. Как ты думаешь, кому? Кому? Конечно же, педагогам. Движение – это жизнь, сказал еще Аристотель. Прошло много веков, но его слова остаются актуальными и сегодня. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы поговорим о предмете, который воспитывает не только тело, но и характер, о физической культуре. Сегодня у нас в гостях учитель физической культуры Покровской 3-й школы Хангаласского района Мария Амосовна Гоголева. Мария Амосовна, мы получили вопросы от наших школьников, и нам очень интересно услышать ваше экспертное мнение. И первый вопрос от нашей Саши. Здравствуйте, меня зовут Карина Александровна. Я ученица 4 класса Тартовской средней школы имени Николая Максимовича Заблоцкого Альмаконского района. Скажите, пожалуйста, можно ли накачать пресс, если просто много смеяться? Спасибо, Александра. Очень интересный и веселый вопрос. Ну, так как смех, как мы все знаем, это радость, это веселье, но, к сожалению, они не повышают, просто тонизируют брюшной пресс и диафрагму. Они только способствуют укреплению мышц живота. И все. Мария Амосовна, переходим ко второму вопросу. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Павел Саян. Я ученик 9 класса Медигинской средней школы Амгинского улуса. И у меня такой вопрос. Почему для мальчиков и девочек установлены разные нормативы? Ведь есть девочки, которые бегают быстрее мальчиков и подтягиваются лучше. Спасибо, Саян. Очень интересный вопрос. Но обычно девочки, которые тренируются на специализированных тренировках, скажем, в специализированных школах, конечно, будет у них результат намного выше. Но есть и мальчики, у которых есть определенные тренировки по каким-то иным видам, но у них тоже могут быть и повыше. Но так как нормативы, значит, были введены еще в 1931 году, 11 марта, есть контрольные испытания, есть нормативы комплекса ГТО, и они по сей день действуют. Но были нововведения в 2014 году, и в апреле 2023 года полностью не изменили, а добавили нормативы с 6 до 70 лет. Поэтому у всех детей есть возможность показать свои возможности, свое физическое развитие. Так что, ребята, дерзайте. Мария Амосовна, перейдем к третьему завершающему вопросу.
Здравствуйте, меня зовут Потапова Марина Саяна. Я ученица 11 класса городской классической гимназии номер 8 города Якутска. Почему физкультура является таким же важным предметом, как математика или русский язык? Спасибо за очень интересный вопрос. Значит, физкультура, он такой же предмет. Она даже ближе к биологии, химии, физике. И, соответственно, и русский, и математика развивает физические способности детей, укрепляет здоровье, психику, развивает мышление, логику. Поэтому надо со всеми предметами наравне держать уроки физкультуры. Ну и урок физкультуры, значит, вырабатывает характер ребенка, дисциплинирует. Ребенок уже узнает там поражение, победы. И, соответственно, у него такой вырабатывается железный характер, так скажем. Мария Амосовна, благодарим вас за ваши ценные ответы. Спасибо. А вы, ребята, бегайте, прыгайте и будьте в форме каждый день. Несомненно, уроки физкультуры важны, как и все другие предметы в школе, потому что они не только получают необходимые знания, навыки, но и готовят наших детей взрослой самостоятельной жизни. Скорее всего, именно этим руководствовались в Министерстве образования, когда с прошлого года вернули в школьную программу уроки труда, которые были в советские времена. Да, и, собственно, мы знаем пример, когда в одной из школ Якутска не только преподают уроки труда, но и открыли кружок дополнительного образования, где опытный педагог учит мальчишек и девчонок строгать и пилить. В гостях у них побывала наша съемочная группа. Можно убрать вот этот угол, да? Вот этот. И тогда получится форма ножа. Вот этот угол пока убирай. Так, в буквальном смысле за руку ученики под руководством опытного педагога постигают азы столярного дела. В школе номер 19 города Якутска помимо уроков труда школьники занимаются в кружке «Резьба по дереву». Как считает руководитель Наталья Мельникова, детям не только важно получить новые навыки, которые, несомненно, пригодятся им в жизни, но и отвлечься от гаджетов и соцсетей. Забывают о телефонах. Это меня очень радует, потому что это для нас, для всех родителей боль, наверное, да, то, что дети сидят за телефонами. А тут они забывают о телефоне и воплощают то, что задумали. За время съемок действительно мы не увидели ни у одного ребенка телефон в руках. А фантазии детей безграничны, и уметь их воплощать в жизнь помогают занятия в кружке, которые школьники посещают весьма охотно. От желающих, по словам директора, отбоя нет. Это очень нужное направление для поддержания здоровья, чтобы дети двигались, чтобы они умственно работали, чтобы у них мелкая моторика развивалась. Пятикласснику Никите Лопареву поручили сегодня важное задание – опробовать новое оборудование, которое управляется с компьютера. Оборудование называется ЧПУ. Он вырезает заданные модели на дереве. То есть то, что мы задумали, он должен вырезать. У нас в планах вырезать узоры. Но мы сейчас только на стадии освоения, поэтому только шаблоны пока вырезаем. Мальчишкам нравится осваивать все новое, тем более если это связано со знакомыми им компьютерными технологиями. На компьютере делаешь файл, потом в приложение это все перекидываешь, и оно вырезает само. Вот так. Задаешь параметры. Вот так. Как задавать параметры, так оно и будет вырезать. Мастерят ребята и вполне утилитарные вещи. Деревянные игрушки, кухонные доски, полки и даже табуреты-трансформеры. Сначала мы взяли большие доски, вот такие вот, примерно на 3 метра, вот такие вот. И вырезали вот доски всякие вот маленькие, вот эти вот ножки. Там 4 штуки по 50 сантиметров и другие по 25. Потом мы взяли вот такие доски, приделали их вот сюда, все скрепили на саморезы, и вот тут специальные болты, чтобы оно крутилось. И вот оно все так разбирается. В будущем эти мальчишки и девчонки выберут себе разные профессии. Но тепло дерева и рук мастера, которое привило им любовь к ремеслу, останутся с ними навсегда. Туяра Филиппова, Артумен Наговицын, Якутск.
Ну а сегодня 6 ноября, и по народным приметам в этот день не давайте ничего из своего дома. Ни денег в долг, ни посуду, и уж тем более свою одежду или обувь. Потому что в Раньше древности, верили, да, что да, так можно отдать свою удачу и благополучие. Поэтому помимо этого, да, не покупайте новую обувь. Это предвещает долгое и бесполезное хождение по жизненным дорогам. Интересная примета, кстати, да, вот сегодня обувь обувь не купишь, покупаем. Не покупаем сегодня обувь. Запомните это, пожалуйста. Да. Ну а чем же еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 6 ноября. День поиска центра города. По народному календарю православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, который называется «Всех скорбящих радость». На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием и одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли «светцем». «Русский светец, отрада девиц», говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе скорбящей Божией Матери, просить ее избавить от скорби и болезней. Этот день в истории 1492. Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. 1919. В Лондоне объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. 1930. Вступил в строй Московский автосборочный завод имени Ким. Впоследствии АЗЛК – Открытое акционерное общество «Москвич». 1941. Прозвучало обращение Сталина к советскому народу. 1943. Киев освобожден от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. 1991. Указом президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР. В этот день родились Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи; Адольф Сакс, бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна; Дмитрий Мамин-Сибиряк, русский прозаик и драматург; Эмиль Латяну, советский и молдавский кинорежиссер, писатель, народный артист РСФСР; Алла Сурикова, советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка России; Марина Хлебникова, советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Именины сегодня отмечают Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай и Петр. Вот, сегодня четверг. В четверг мы уже начинаем предвещать наступление скорых выходных. А выходные – отличный повод, да, для культурного какого-то времяпровождения, культурного просвещения, вообще культурного отдыха. О нем чуть-чуть попозже говорим, о его вариантах и что вообще можно посмотреть, чем насладиться. Но это все будет после того, как нам наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Участники специальной военной операции и члены их семей будут освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс России были приняты Государственной Думой в первом чтении 22 октября. Об этом сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Льгота будет действовать аналогично освобождению от налога на имущество физических лиц и распространится на период с 2022 года. Кроме того, поправки предусматривают освобождение от уплаты страховых взносов для лиц, проходящих военную службу по контракту. В Якутии проходит неделя профилактики рака легких, направленная на информирование населения о рисках, симптомах и методах раннего выявления этого опасного заболевания. Как сообщает Минздрав Республики, в рамках акции запланированы публикации профилактических материалов в СМИ, а также выступления врачей на телевидении и радио. Медики напоминают, что рак легких является одним из самых распространенных и смертоносных онкологических заболеваний, которые на ранних стадиях часто протекают бессимптомно. Основной причиной развития болезни остается курение
курения, однако факторами риска также являются воздействие радона, загрязнение воздуха, наследственность и профессиональные вредности. Богдан Неустроев, студент второго курса Якутского медколледжа, завоевал серебро в компетенции зубной техник на финале национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпик» среди людей с инвалидностью. Он продемонстрировал высокий уровень мастерства, преодолев региональные этапы, показав отличные результаты в национальном финале, где соревновался с 6 участниками. Богдан отметил, что самым сложным испытанием стали неожиданные изменения в конкурсном задании, но благодаря подготовке под руководством наставника он справился с вызовом. Студент планирует продолжить обучение в медицинском институте по специальности стоматолог и уже получил приглашение участвовать в следующем чемпионате. Столовая средней школы номер 39 имени Шарина Якутска получила звание лауреата всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Федеральный тур конкурса, проходивший в Гатчине Ленинградской области, собрал участников из более чем 70 регионов России. Из Якутии на федеральной площадке участвовали победители регионального этапа. Среди них повара школы номер 40 имени Михаила Николаева, школа номер 39 имени Николая Шарина и команда Топогинской школы. Повар участвовал в личном первенстве. Это проходило в закрытом помещении. У них было задание, черный ящик, определенный набор продуктов. Все в разных условиях и готовили на время. И жюри учитывало само блюдо, как повар работает. Очень много критериев было. Очень рады. Подтверждает, что мы работаем, стараемся. Российские масс-рестлеры поборются за титул чемпионов Европы в Словакии с 8 по 9 ноября. В составе российской сборной выступят 12 масс-рестлеров, прошедших отбор на чемпионате страны. По словам главного тренера сборной России Николая Константинова, состав команды был скорректирован после медицинского осмотра, и в итоге честь страны будут отстаивать спортсмены из разных регионов. В частности, в сборную вошли 5 якутских атлетов, среди которых победители Игорь Манчары и чемпионы мира Владимир Байшев, Семен Заболоцкий, Асен Атастыров и Павел Черноградский. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. И мы вновь в прямом эфире. Это «Утро Якутии». И следующую часть нашей программы мы посвятим искусству, творчеству, и, собственно, все, что с этим связано. Да, вообще сила искусства в его способности говорить с нами о самом сокровенном, о том, о чем трудно сказать словами, и о внутренней битве, страхах, надежде. Именно такую историю, пронзительную и без прикрас, рассказал на сцене Национальный театр танца. Уникальный спектакль «Раскол», где танец и живая музыка говорят громче любых слов. А как ему это удалось, смотрите в сюжете наши коллеги. Прямо сейчас мы находимся на сцене театра танца имени Сергея Зверева Кэл Уолла. Вот-вот начнется премьера спектакля «Раскол». Давайте заглянем вовнутрь и пообщаемся с его создателями. Одним из приоритетных направлений деятельности театра является привлечение молодого зрителя в театр, увлечь их своими постановками, концертными программами, спектаклями и другими формами нашей работы. Именно для этого и был задуман «Раскол», премьеры которого прошли 30 и 31 октября для специально приглашенной молодежи. Создавать нужное настроение помогала живая музыка, которую для постановки подбирали специально. Мы должны были найти музыку, которая близка к молодежи, но именно в таком ракурсе, в таком спектакле. И мы сделали очень много оригинальных аранжировок специально для нашего состава. И то есть это получается такая оригинальная именно наша музыка. Воплотить эти эмоции в движении и танцы предстояло артистам. Для них эта работа стала особенно волнительной и сложной, ведь нужно было не просто станцевать, а искренне прожить историю. Волнуйтесь, потому что
спектакль очень сложный. Нужно показать все эмоции. Эмоции достаточно яркие у всех. И премьера, поэтому сильное волнение у всех. Этим спектаклем мы хотим донести до своего зрителя, что наркотики, наркомания – это вот не только в нашем городе Якутске, в республике, да, но и по России, по всему миру вопрос стоит очень острый. И вот с малых лет, если будем показывать детям, доносить подросткам, то что это может измениться к лучшему. Свести воедино все компоненты, хореографию, драматургию и живой оркестр была задача постановщика. Справились ли с этой миссией? Своей оценкой поделилась автор постановки. Мы смогли донести до зрителей то, что планировали, то, что хотели, о том, что жизнь настолько прекрасна, настолько хрупкая, и то, что одна доза или один плохой поступок может вообще разрушить будущее человека. Оно может привести к расколу в душе, расколу в жизни, расколу в будущем. Самый честный отзыв – это реакция тех, для кого все и затевалось. Увидев спектакль, молодые зрители подтвердили – такой разговор со сценой действительно нужен. Больше всего понравилась артистичность, эмоциональность, как они выдают себя, полностью в себя выкладывают на все 100%. Танцы понравились, хореография, в общем. Национальный театр танца очень прям сильно и эстетично показали всю эту тему. Вообще актеры и танцы, хореография, все классно, супер. Так, начав с диалога с молодежью, театр готовится вынести важный разговор на новый уровень. Ведь проблема, которую поднимает спектакль, к сожалению, не имеет возраста. Милона Полушкина, Виктор Дьячковский, Якутск. Ну, а еще один способ доносить свои какие-то мысли в более, так сказать, простом для понимания формате — это кинематограф, да, хотя и там сложные картины тоже бывают, и попроще, и так далее. И так как сегодня четверг, день кинопремьер, давайте узнаем, что уже в эти выходные, уже с сегодняшнего дня можно посмотреть на большом экране. Искатели приключений возвращаются. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Поехали! Харизматичного и отважного Кролицыпа ждет новое захватывающее путешествие. Неожиданная встреча с родной сестрой переворачивает его мир. Оказывается, всему роду кролицыпов угрожает опасность. Вместе с верными друзьями он отправляется на поиски легендарного сурка времени, обладающего магической способностью обращать время вспять. Теперь им предстоит раскрыть тайны прошлого, пройти через удивительные испытания и навсегда изменить свое будущее. Кролицып и сурок времени. Она балерина, она очень талантлива. «Вальс со смертью» – историческая драма, которая рассказывает историю молодой девушки из Смоленска, попавшей в Восточную Пруссию во время Великой Отечественной войны. Ее судьба полна страха и боли. Она проходит через лагеря и многочисленные испытания, где каждое действие и выбор могут стать решающими для ее жизни или смерти. Съемки фильма проходили в Омске и Калининграде. Для точного воспроизведения событий этого времени использовались рассекреченные архивные материалы регионального управления ФСБ России, а также был построен макет концлагеря под Омском. Главные роли исполнили омские актеры, а также известный российский актер Евгений Сидихин. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. А у нас в гостях сегодня человек, который, возможно, заставит нас по-новому взглянуть на родные просторы. В студии режиссер Аполлинария Дегтярева, чей новый фильм «Присутствие» выходит в прокат уже скоро. И это будет... Триллер-хоррор. Он снят в Якутии, и поэтому... Почему, собственно, мы говорим, посмотреть
по-другому. Аполлинария, доброе утро. Доброе. Вот. Ну, начнем с самого главного. Название такое «Присутствие». Да? О чем фильм и что там присутствовать будет? Да, действительно, фильм «Присутствие», нужно отметить, да, что это мой дебютный фильм, и он рассказывает историю девушки, которая не выходит из дома, и когда-то она остается одна, абсолютно одна, и начинает замечать какое-то мистическое присутствие в своем доме. Именно в желании узнать, что же на самом деле происходит, она сталкивается со своими страхами лицом к лицу. То есть это такая немножко камерная история, да, будет да. в ограниченном пространстве? А вот почему выбрали именно такой жанр? Потому что, ну вот как-то немножечко даже уже страшно, да, вот человек один дома, да, но это, наверное, правильно выбрать именно в такое направление, да? Ну, это не должно было быть комедией, как минимум, да? Да, согласна, что это не должно быть комедией, потому что все-таки мне кажется то, что хорроры — это не просто про то, чтобы напугать зрителя, да, это больше про честность. Да, и я думаю, то, что нужно здесь отметить, что этот фильм, он попал в топ-10 актуальных российских фильмов благодаря кинофестивалю «Маяк», вот, и где отметили очень классную игру актеров и, конечно же, наш сюжет. Вот сейчас как раз демонстрируются кадры из трейлера, насколько я понимаю. Вот. Ну, а говоря, опять же, про хоррор, да, и что это не просто про попугаться, у нас на самом деле же очень большой такой пласт и местного фольклора, и местных, и городских легенд, в том числе основанных именно на каких-то вот страшных вещах. Есть ли в фильме что-то, да, или, может быть, сам фильм основан на каких-то якутских легендах? Смотрите, да, мы старались не брать прямо какие-то каноничные образы, да, но стоит отметить, что в фильме есть некоторые пасхалки, которые удивят зрителей, и я думаю, то, что для самых внимательных будет какой-то такой бонус. А на что это пасхалки, на что отсылки? Так, если хотя бы вот без прямого намека, скажем так. Ну, это, конечно же, на якутскую культуру, да, и, возможно, на другие фильмы из мирового кинематографа. Это интересно. Расскажите, да, как проходили съемки и насколько сложно вообще снимать подобные картины у нас в республике? Как вы уже правильно заметили, да, что это камерная история, и мы по большей части снимали в рамках одной квартиры. Представьте себе, да, это съемочная команда в составе более 20 человек, да, и мы старались под разными ракурсами, углами снимать, да, и я думаю, то, что вот снимая в ограниченных условиях, каждый мог проявить свою креативность. Ну, вообще, насколько сложно снимать, потому что, ну, вот как я это представляю, к сожалению, да, не удалось сейчас полностью трейлер посмотреть. Я понимаю, это квартира, да? Да. Вот. А мы знаем примерно плюс-минус одинаковые планировки квартир у нас в городе, и как бы мы, как телевизионщики, понимаем, что такое телевизионное кинооборудование, как с этим всем можно было развернуться, особенно там в каких-то условно кухнях и так далее. Да, получается то, что так как у нас действительно было ограниченное количество комнат, нам приходилось перемещаться из одной комнаты в другую, да, учитывая объемы аппаратуры, это было достаточно сложно. Но я думаю, то, что еще самая главная сложность, это все-таки то, что я мама, и на протяжении всего съемочного процесса мне пришлось как бы оставить своего ребенка у бабушки, и вот эта вот разлука, она была достаточно эмоциональной. Ну, зато, наверное, был стимул быстрее закончить съемку. Конечно, конечно. Аполлинария, ваш фильм — это часть такого большого явления, которое, ну, мы можем назвать якутским кинопрорывом, да? Вот как вы думаете, почему якутское кино сегодня стало настолько популярным, да? Ну и, собственно, почему зритель стал его смотреть вообще? Я считаю то, что якутское кино, оно снимает про жизнь, про реальность, да, и вот этот вот наш культурный код, наш вот этот вот колорит национальный, да, он очень связан с какими-то искренними чувствами, да, то есть это невозможно подделать, да, и это чувствуется зрителям, вот эта вот искренность, вот эта честность, да, и то, что режиссеры хотят вывести на честный разговор со зрителем на какие-то важные темы. Ну, вообще у нас сейчас передача, да, пошла по блоку искусства, творчества и так далее. До этого говорили про спектакль театра танца. Там у них, да, какая-то была мысль, которую они хотели донести. И, в принципе, любое творчество, спектакль, постановка танца, кинематограф, кинолента, все равно создатель хочет какую-то мысль, нет, протащить. Даже если мы говорим про какие-то кассовые блокбастеры, которые, казалось бы, для развлечения, все равно нам какую-то мысль пытаются, ну, не внушить, а дать пищу для размышления. Вот в присутствии есть ли вот это какое-то семя какой-то
идеи, которые вот хотелось бы поселить, может быть, там в умах зрителя? Да, конечно же. Стоит отметить также, что эксперты, которые посмотрели на кинофестивале, они отметили, что это интеллектуальный монохоррор, да, и еще приоткрывая такую завесу тайн, да, зрителя ждет неожиданная концовка. Вот, и то есть, ну, сохраним такую интригу, да, вот, я думаю, то, что каждый вынесет что-то для себя и получит отклик в своем сердце. А еще такой вопрос немаловажный, мне кажется, особенно в рамках обычно якутского кинематографа. На каком языке фильм, если на якутском, будут ли субтитры? Да, фильм снят полностью на якутском языке, и, конечно же, будут русскоязычные субтитры для людей, которые не понимают этот язык, но и для тех, кто слабослышащий, и для глухих, конечно же. Аполлинария, у вас очень интересная профессия, да? А вот немножечко расскажите, да, с чего вдруг выбрали, да, вот именно такой путь, и у кого получали вот те самые навыки и знания, которые сегодня, собственно, помогают вам вот такие картины снимать? Спасибо за вопрос. Я думаю, то, что ни для кого не секрет, да, что в якутском кинематографе очень много режиссеров без образования. Я отношусь к ним же. Да, вот, да. И получается то, что уже после съемок я решила повысить свои навыки и проучилась на курсе в ГИКа по продюсированию. Вот так. То есть сначала делаем, потом учимся это делать, чтобы делать потом еще лучше. Да. Ну и мы желаем, чтобы в дальнейшем это все лучше и лучше получалось. Ну а с присутствием мы ознакомимся, насколько понимаю, через неделю, 13 ноября премьера. Зрители вас тоже приглашаем посмотреть. Ну и, конечно же, желаем вам сегодня отличного настроения. Пусть морозец вас не смущает. Все классно, двигайтесь, будьте энергичны. Увидимся завтра в 7:00. До новых встреч.